Дзень ведаў ці дзень ідэалогіі і прамыўкі мазгоў. З чым сёлета сутыкнуцца школьнікі і як палітычны ціск паўплывае на іх развіццё? Сёння 1 верасня, гадавіна студэнцкіх страйкаў і ўгодкі пачатку Другой сусветнай вайны. Гэта Белсадзум, з вамі Вітаў Ціўчык. Запрашаю. Палітвязень Ігар Лосік напісаў за кратаў папу Францішку. Ён просіць пантыфіка, цытата, заклікаць спыніцца гэтых страшных людзей, якім ужо ўсё роўна на лёсы іншых, на сотні разбітых горам сем'яў. Далей зноў цытата. «Я прашу заступіцца за добро, праўду і справядлівасць, за сотні і тысячы беларусаў, якія страцілі надзею ў такім жа становішчы, як і я, а многія нават горш». Працягвае палітвязень у сваім лісце, які атрымала жонка Дар'я Лосік. Можа быць, я вельмі наіўны, і гэты ліст да вас не дойдзе. Але я пішу яго цалкам шчыра і ад чыстага сэрца, ды верую, што пішу яго недарма. І мне вельмі хочацца верыць, што Бог не пакінуў нас, што гэта бессэнсоўная жорсткасць спыніцца, што больш ніхто не памрэ і ўсе вернуцца да сваіх сем'яў. Дар'я, добры дзень. Скажыце, калі ласка, чаму ваш муж Ігар Лосік вырашыў напісаць папу Францішку? Добрый день. Игорь, наверное, решил написать Папе Римскому ввиду того, что на данный момент в Беларуси нельзя надеяться на какую-то справедливость, на рабочие законы, либо на что-то другое. И он, наверное, решил обратиться к гаранту Бога на земле, скажем так, нежели к кому-то из представителей власти, либо из представителей силовых структур, потому что это по факту бесполезно, никто не реагирует на, так скажем, ни на голодовку, ни на попытку резать вены, ни на любой способ борьбы с этой несправедливостью, который ты делаешь. И, наверное, у него просто не было другого выхода, как обратиться к Папе Римскому с просьбой остановить, как-то поспособствовать тому, чтобы остановить этот беспредел. Ігар піша пра тое, што ён спадзяецца, што як мага хутчэй скончыцца вось гэтае зло, калі просто сотні сем'яў разбітыя горам, сотні сем'яў палітвязняў. Хацеў таксама у вас запытаць, як даводзіцца вашай сям'і? Уже больш за год Ігар знаходзіцца за кратамі. Вы знаете, очень сложно на самом деле приходится, в первую очередь морально и психологически, так как, наверное, самый такой большой для меня удар это то, что дочь уже вот 15 месяцев не видит своего отца, которая безумно скучает по нем и которая, несмотря на то, что ей было 1,5 года, когда забрали Игоря, она его прекрасно помнит, она помнит его вещи, она помнит, из какой кружки он пил, и она каждые выходные, когда она находится со мной, спрашивает, когда я пойду с папой гулять. Поэтому эмоционально это безумно сложно, и я также надеюсь, что это когда-нибудь прекратится, потому что человек находится за решеткой по каким-то сфабрикованным обвинениям, и, к сожалению, все мы прекрасно видим, какие приговоры выносятся сейчас другим фигурантам уголовных дел, поэтому, к сожалению, на какой-то справедливый суд, наверное, ни я, ни Игорь мы сейчас не рассчитываем. Дар'я, вас не пускалі на паседжанне, калі судзілі вашага мужа. А як выглядае сітуацыя з ліставаннем? Ці ёсць яшчэ нейкія навіны ад Ігара пра ягоны стан здароўя? Што з ім адбываецца? Вы знаете, письма вот стали ходить достаточно регулярно сейчас, как бы по 3-5 писем в неделю, в конце недели я получаю. На здоровье он не жаловался, но с эмоциональным состоянием все намного хуже, потому что он пишет: Даша, это не суд, это просто какой-то цирк и абсурд, и я вообще в принципе не понимаю, что я здесь делаю и каким боком я ко всему тому, что там происходит. То есть он говорит, что это какая-то библиотека, где постоянно кто-то что-то читает. Это вот он мне так кратко в письме описал суд. То есть я, наверное, тоже примерно так же представляю все, что там происходит. Это, наверное, какая-то, не знаю, просто постоянное чтение вот этих томов уголовного дела, которых там около 180, он мне об этом сказал на свидании. И как бы ничего хорошего о суде и что там сейчас происходит он не говорил. Хацеў яшчэ таксама вас запытацца, як мы, усе беларусы, можам дапамагчы Ігару, дапамагчы таксама вашай сям'і, ці ёсць вось нейкія спосабы ў гэтай ситуации? Наверное, я отвечу банально, как и всегда, в принципе, отвечаю. Это пишите письма Игорю, и не только Игорю, а другим политзаключенным, пытайтесь их как-то морально поддерживать. А во-вторых, давайте будем говорить правду о том, что сейчас происходит в Беларуси, потому что чем больше правды, тем сложнее ее скрыть, и тем им это больше не нравится.
Дар'я, дзякуй вялікі, зычым вам моцы, таксама як нама хутчэйшага вызвалення для Ігара. Дар'я Лосік была з намі на сувязі. У нас у студыю завітаў ксёндз Вячаслаў Барок. Добрый дзень. Добрый день. Ксёндз Вячаслаў, палітвязень Ігар Лосік напісаў ліст да папы Францішка вось у такім адчаі з-за кратаў. А ці дойдзе гэты ліст да пантыфіка? Я вельмі моцна спадзяюся, што гэты ліст будзе прачытаны ў Ватыкане і прачытаюць яго не толькі супрацоўнікі ватыканскія, але ж змест гэтага ліста дойдзе беспасрэдна і да пантыфіка. Памятаем, што раней быў ліст ад Вольгі Севярынец, жонкі палітвязня Паўла Севярынца. Яна выхоўвае сына Францішка, і такі ліст так і называўся «Ад мамы Францішка да папы». Францішка і ў імя напісала: «Многія з людзей адчаяліся, яны прагнуць праўды і справядлівасці. Кожны з іх нясе свой крыж за Беларусь». І Вольга Севярынец заклікала пантыфіка маліцца за нашу краіну. А ці быў адказ на той ліст? Ну, на жаль, вядома, што публічнага адказу не было ні на гэты ліст. Не было таксама публічнага адказу з Ватыкану на зварот спадарыні Ціханаўскай, которая пісала яшчэ раней ліст да папы Францішка у кантэксце выдадзенай энцыклікі «Усе браты». І там, між іншым, таксама гучалі гэтыя пытанні пантыфіку, каб была дадзеная маральная ацэнка ўсім тым падзеям, якія ў Беларусі адбываюцца. Я хочу падкрэсліць, што сапраўды унікальнасцю ёсць тое, што калі з Беларусі, беларусы, ці спадар Ігар Лосік, ці спадарыня Вольга Севярынец, ці Ціханаўская, калі пішуць лісты да папы, яны, звярніце увагу, не просяць за саміх сябе. Яны не просяць, каб іх цудоўным чынам хтосьці вызваліў за крату. Хоць маюць і такое права прасіць. Вось. Але яны просяць, каб папа Францішак выказаўся, дзе ёсць добро, а дзе ёсць зло, каб была дадзена ясна, празрыста маральная ацэнка ўсім тым падзеям, якія сёння ў Беларусі адбываюцца. І я думаю, што, безумоўна, гэта не толькі я думаю, гэта ёсць заданне пантыфіка. Вось акурат у такія моманты тых людзей, якія выпрабоўваюць сваю веру, маюць выпрабаванне ў веры, каб пантыфік іх падтрымаў у веры, каб дакладна сказаў, што вось Бог на старане праўды, Бог на старане добра, справядлівасці. Гэта вельмі важная рэч. Но я спадзяюся, што Касцёл выканае гэтую місію. Летась 16 жніўня на плошчы Святога Пятра папа Рымскі акурат казаў пра нашу краіну. Калі былі гарачыя падзеі, ён заклікаў да справядлівасці, да права, да спынення гвалту. І тады арцыбіскуп Тадэўш Кандрусевіч пракаментаваў гэтыя словы як «Папа з намі, папа падтрымлівае нас у барацьбе за дэмакратыю, за правы чалавека». Падаецца, гэтая пазіцыя не павінна была змяніцца. Ну так, гэта пазіцыя не мянялася з мінулага года, але я скажу, што нават гэтая пазіцыя нейкім чынам мяняецца ў Ватыкане, таму што ўсё ж такі увесну зноў ж такі было заяўленне святога пасада аб тым, што святы пасад Ватыкан падтрымоўвае народ беларускі у змаганні за гэтыя каштоўнасці. Памятаем, што акурат вось летась у гэты дзень Лукашенко абражаў арцыбіскупа Тадэўша Кандрусевіча, калі не пусціў яго, грамадзяніна Беларусі, ў нашу краіну і заявіў, што арцыбіскуп нейкія там меў кансультацыі тут у Польшчы, вось там, маўляў, яго не пускаюць. 4 месяцы практычна іерарх не меў магчымасці вярнуцца ў Беларусь. І цяпер здаецца, што таксама сталага наступніка дагэтуль няма, бо біскуп Казімір Велікаселец толькі адміністратар Менска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Безумоўна, і я хочу звярнуць увагу на тое, што само тое, што вось у Беларусі на дадзены момант няма мітрапаліта, няма сталага біскупа ў Мінску, які бы выконваў функцыі як не часова, але стала як ардынары. Гэта вялікі сігнал усім, і свету, і Беларусі, і ўладзе беларускай, касцёлу беларускаму. Акурат у тым, што у Беларусі сёння такія умовы, дзе нармальным чынам касцёл дзейнічаць не можа. Гэты умовы стварыла дзяржава. А таму, калі толькі вось гэты умовы памяняюцца, калі вернемся да закону, то тады, магчыма, і з'явіцца ардынары, з'явіцца мітрапаліт. Летась было вельмі шмат таксама заяваў ад іерархаў касцельных у Беларусі, якія адкрыта казалі, што адбываецца ў нашай краіне. А што вось цяпер адбываецца? Ці свецкая ўлада перамагла касцёл, свецкая, хочацца сказаць, савецкая? Ці ўсё ж такі касцёл, скажам так, усё роўна
нядаўна вырашыў ўсё ж такі можа выйграў у гэтым змаганні. Памятаем, як 3 ліпеня ўсё ж такі ў касцёлах гучала магутны Божа, а не гледзячы на пагрозы Лукашэнкі. Ну, сказаць можна ўсё. Можна сказаць, што свецкая ўлада выйграла у гульню з касцёлам, з царквой праваслаўнай. Але гэта можна сказаць. А насамрэч мы ведаем аб тым, што ніякія брамы пякельныя не ёсць у стане касцёл перамагчы. І калі камусьці падаецца, што прымусілі касцёл замаўчаць у нейкім чынам, то гэта толькі падаецца. Касцёл пазастаецца касцёлам, хрысціянства пазастаецца хрысціянствам. І сапраўды мы канстатуем тыя факты, што надалей гучаць у супольнасцях парафіяльных гэты гімн магутны Божа, якога так акурат баіцца улада. І надалей прапаведуецца слова Божае. Надалей таксама зло называецца злом. І я думаю, што касцёл вытрымае і гэта таксама выпрабаванне. Ой, чого вы задалі вось гэтыя словы з Евангелля пра брамы пякельныя. Калі мы займаемся вось навінамі, паказваем, што адбываецца ў Беларусі, часта людзі кажуць, што гэта пекла. Проста руцінай сталі паведамленні пра катаванні, пра затрыманні, пра збіццё людзей. І таксама вось паўстае пытанне, што многія працаўнікі вось гэтых карных органаў, яны таксама, напэўна, там ёсць каталікі. Ці іх можа штосьці ўвогуле паўстрымаць, нейкі маральны аўтарытэт? Паўстрымаць, я думаю, сказаць цяжка, але дапамагчы можна ім. Каб дапамагчы вось гэтым сілавікам, якія працуюць сёння ў МУС, гэтым суддзям, прокурорам, следчым, надзіральнікам у турмах, каб ім дапамагчы, тут павінен ясна гучаць голас касцёла. На жаль, не заўсёды гэты голас касцёла вуснамі нашых іерархаў, вуснамі святароў гучыць зразумела. І мы, як вернікі, заўсёды павінны маліцца аб тым, каб касцёл меў моц. Чаму вось важна, каб і папа Францішак звярнуў увагу на гэты момант? Таму што калі прагучыць ягоны голас, напэўна, будуць узмоцненыя біскупы, напэўна, будуць узмоцненыя святары, вернікі. І вось тады з любові да тых, хто сёння на баку зла і рэжыма, сёння, калі будзе прапаведавацца дакладна, гучна гэта слова праўды, то можна гэтых людзей, якія выбралі сёння зло, падтрымаць у тым, каб яны выбралі дабро. Ну, але гэта трэба, каб усе святары, і касцёл каталіцкі, і царква праваслаўная у адзін голас выканала сваю місію і назвала дабро дабром, зло злом. Дзякуй вялікі, ксёндз Вячаслаў, за гэтую размову. Госцем быў ксёндз Вячаслаў Барок, які быў вымушаны з'ехаць з Беларусі, што таксама сведчыць пра стан і пра ціск на касцёл у нашай краіне. Дзякуй. Былога кіраўніка аховы птушак Баскаўшчыны Віктара Фенчука затрымалі. Напярэдадні да гэтай грамадскай прыродаахоўчай арганізацыі прыходзілі з ператрусам. Больш навінаў у нашым кароткім аглядзе. Адвакатка Інеса Аленская не здолела сустрэцца з лідарам партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым, які з вясны застаецца ў следчым ізалятары КДБ. Ёй адмовілі ў сустрэчы, бо падабаронны захварэў на COVID-19. 64-гадовага Рыгора Кастусёва вінавацяць у спробе захапіць уладу. Праз праблемы са здароўем у ліпені палітык быў у шпітальнай камеры следчага ізалятару. Але ягоных хадайніцтваў, каб змянілі меру стрымання на хатні арышт, не задаволілі. Жонцы Артёма Анішчука адмовіліся казаць, дзе ён цяпер. Раней да мужчыны не пусцілі прадстаўнікоў грамадскай назіральнай камісіі. Артём Анішчук, фігурант справы пра пашкоджанне аўтамабіля жонкі начальніка з дэпартаменту выканання пакаранняў, адбывае пакаранне 2 гады калоніі. Зняволены неаднаразова заяўляў пра катаванні і збіццё ў магілёўскай калоніі. Лістоў ад яго няма амаль 2 месяцы. Польскія ўлады зноў адправілі гуманітарны канвой на мяжу з Беларуссю і разлічваюць на добрую волю беларускага боку. Прэм'ер-міністр Польшчы Матэўш Маравецкі паведаміў у сваім фейсбуку, што краіна ўводзіць надзвычайную сітуацыю на мяжы з Беларуссю праз хвалю нелегальнай міграцыі. Польшча ўжо пасылала гуманітарную дапамогу, але не атрымала згоды Беларусі на мінанне мяжы. Міністэрства аховы здароўя вызначыла тактыку вакцынацыі супраць грыпу ва ўмовах пандэміі COVID-19. Калі пацыенту неабходныя прышчэпкі ад грыпу і каронавіруса, то спачатку рэкамендуецца вакцынацыя ад COVID-19. Супраць грыпу прышчэпяць праз 2 тыдні пасля курсу вакцынацыі супраць каронавіруса. Паводле ведомства, амаль 15% беларусаў атрымалі 2 дозы вакцыны. Ірына Дарфейчук, Белсат.
Першы раз у першы клас сёлета свята ведаў азмрочанае ўмяшаннем ідэалогіі ў школу. Як новы прадмет ваенна-патрыятычнага выхавання паўплывае на псіхіку і развіццё дзяцей. Моя калега Ганна Русінова паразмаўляла з псіхолагам Іннай Трусавай. Навучальнага году у школах Беларусі вводзяць прадмет ваенна-патрыятычнага выхавання. Як гэта паўплывае на развіццё дзяцей, пра гэта сёння размаўляем з дзіцячым псіхолагам Іннай Трусавай. Добрый дзень. Добрый день, Анна. З пазіцыі псіхолага назовіце, калі ласка, асноўныя негатыўныя тэндэнцыі, якія насіліліся ў адукацыі ў Беларусі за апошні год. Вы знаете, я не могу сказать однозначно, негативные или позитивные. Да? Давайте будем объективными, вот в первую очередь. Я не знаю, какие аспекты туда включены, какие цели преследуются. Я могу только предполагать сейчас, что если это вводится здесь и сейчас, и это сопровождается наличием большого количества военных в школе, их постоянное присутствие, их демонстрация силы перед детьми, то явно здесь преследуются цели разного характера. И в первую очередь, так как детская психика наиболее уязвима, наиболее не защищена, и дети, как правило, имеют маленький жизненный опыт, они не могут критично мыслить и критично относиться к той информации, которая преподносится педагогами. Если ребенок высказывает свое мнение, как правило, сейчас это не только не приветствуется, но и категорически подвергается всякому давлению и критике со стороны педагогов, потому что педагоги стали зависимы от политических тенденций, которые сейчас превалируют в моей родной Беларуси. Вось таксама Лукашенко выказаўся, ці павінна школа ўдзельнічаць у палітычным жыцці краіны. Вось якой адказ? Гэта азначае, што школа не можа быць па-за палітыкай. І наогул палітыкі не бывае без школы, але палітыка там павінна быць толькі адна, дзяржаўная. Ці насамрэч школа не можа быць па-за палітыкай з пункту гледжання псіхолага? Акрэсліце негатыўныя наступствы палітызацыі адукацыі. Давайте начнем с общемировой практики. Все же мы родились на планете Земля, и, соответственно, мы берем какие-то лучшие позиции в области воспитания из традиций других стран. Сейчас на первых позициях канадская, японская система образования, финская. Так вот там являются ведущими. Это вот я буду прям цитировать: формирование целостной картины мира, устройство Евросоюза, изменение климата, научно-исследовательские проекты и междисциплинарные связи. Политической тенденции не видно ни в одной из воспитательных и образовательных систем мира. Безусловно, мы можем поддерживать некую систему нравственных ценностей с учетом целенаправленной работы в области развития детей и их знаний в политической сфере тоже. Но когда на этом делается акцент, и делается акцент, что хорошо вот это, а вот это плохо, и с точки зрения политики, с точки зрения того, что всюду должно быть там подчеркивание власти президента, да, военных структур, это совсем иное. Политика однозначно должна быть вне школы. И это не только мое мнение, а это мнение международных экспертов, психологов, педагогов, ученых, что политические тенденции не должны навязываться детям и в их сознании не должны внушаться. Вось якія наступствы негатыўныя тогда это может быть, калі навязывается? Ну, вы знаете, что любое давление на личность – это уже негатив. Безусловно, должна быть несколько позиций, которые высказаны там родителями, позиции, которые обсуждаются на диспутах, на дискуссиях, да, на круглых столах, где дети могут высказывать свое мнение и говорить, что они за или против чего-то. Ведь такой тенденции нету, к сожалению, сейчас в нашей Беларуси. А есть только навязанная четкая линия, как правило. То есть делают из детей определенную, образно говоря, солдафонов, которые должны действовать по уставу. Тогда о чем мы говорим? О каких-то... Это и есть негативная тенденция, что детей уже априори лишают собственного мнения. Они становятся несвободными личностями, они становятся заложниками правил и тенденций, которые спускаются сверху. Які наступствы у психіцы дзяцей може выкликать такое военно-патриотичное выхование? Вы знаете, мне трудно сказать как-то однозначно, но когда идет давление на психику ребенка,
Какие могут быть последствия? Это не всегда можно предположить, потому что мы не знаем. Сейчас очень много таких заболеваний неярко выраженных, допустим, психических, или расстройства. Уровень тревожности может повыситься. Когда ребенку говорят, что есть страх нападения, там, страх того, что кто-то окажет давление, там, Европа, Америка и так далее, да, там, или внутри какие-то там враги есть, да, у ребенка формируется сознание, постоянные чувства тревоги и постоянное чувство незащищенности. А если еще в семье его, допустим, не поддерживают, не понимают, тогда этот уровень тревожности может повлечь за собой и расстройство психосоматического характера. Это, наверное, это непредсказуемые последствия. Но то, что это влияние на психику, вот это давление, оно будет оказывать негативное воздействие, отрицательное воздействие, это факт. Які, на ваш погляд, больш карыснымі былі б прадметы, каб вы вели ў школах замест военно-патрыотычнага выхавання? Вы знаете, наверное, на теперешний момент нельзя отрицать, что мы все же век у нас компьютеризации, да, наверное, сделать акцент на больше ставки на более технологичные, высокотехнологичные аспекты развития и тенденции, обучать детей вот этим новым высокотехнологичным операциям, владением там техникой, да, умение создавать какие-то проекты, да, участие в проектной деятельности. Это создание новых предметов, которые могут дать детям практические навыки. Например, там, поработать, там, я не знаю, поваром, поработать, там, я не знаю, продавцом. То есть то, что могут потом дети реализовать после окончания школы. Потому что, выходя из школы, дети не умеют практически ничего. То есть нету практических навыков. То есть используют вот эти ресурсы, когда на практике они будут осваивать профессии, как это было там раньше, да, и они уже имеют какие-то определенные навыки. Плюс, наверное, это обязательно те предметы, которые могут позволить детям развивать себя, свои способности. То есть дополнительно, не просто в узком там специализации, а, к примеру, там, для того, чтобы могли поддерживать связи с другими школами мира, чтобы выходили на связь, чтобы обменивались опытом. И оттуда уже брали иные предметы, которые, возможно, у нас их и нету. Может быть, как факультатив там развивающие. То есть то, что эти межпредметные связи, межкультурные связи, это бы дало возможность развиваться быстрее, активней и всеобъемлюще личности ребенка. И мне очень хочется обратиться к родителям и сказать, что самое важное, что могут родители сделать, это взять на себя сейчас ответственность, пока детки еще не могут там, во 2-м, 3-м, не знаю, 5-м классе взять на себя ответственность за свою жизнь. Родители, не забывайте, что в ваших руках будущее ваших детей. И какими они вырастут, свободными личностями, достойными личностями, с нравственными ценностями, с патриотическими ценностями, там, с умением уважать мнение другого человека, зависит только от вас в первую очередь. И поймите, что эти все качества потом будут воздействовать и на то, какие у вас будут взаимоотношения и внутри вашей семьи. Сил вам, удачи, веры в будущее лучшее и, конечно же, заботы о своих детях. По слову. Дякую за розмову. А я нагадаю, сёння мы размаўлялі з дзіцячым псіхолагам Іннай Трусавай пра тое, як на псіхіку дзяцей можа паўплываць увядзенне новага прадмета ў школах патрыятычнага выхавання. Ганна Русінова, Белсад, Вільня. Летась 1 верасня студэнты выйшлі на адкрыты пратэст супраць фальсіфікацыі выбараў і бяспраўя. Моладзь заяўляла, што хоча жыць у краіне, дзе ёсць правы чалавека, а ў сценах універсітэту, таксама як і па-за сценамі, пануе свабода. Адміністрацыі вучэльняў замест таго, каб падтрымаць сваіх студэнтаў, здраджвалі іх, нацкоўвалі на іх амап. Толькі ў першыя дні звольнілі больш за 150 студэнтаў. Моя калега Вольга Старасціна паразмаўляла з выпускніком медуніверсітэту, які застаўся ў Беларусі, каб чакаць перамогу. Пытались помочь общему делу всеми силами, поддержать в том числе и рабочих, и всех. Преподаватели тоже поддерживали очень много, особенно преподаватели с медицинского университета
стоматологического факультета, и со многих остальных тоже кафедр поддержка была большая. Вот. Они очень сильно, так скажем, впрягались за нас уже после акции, когда начались репрессии, отчисления. Поддержка была огромная, они вместе с нами, в общем, плечом к плечу во многих акциях тоже участвовали. В общем, так, очень сплоченно это все было. Чаго патрабавалі студэнты, чаго дамагаліся? Мы требовали от ректора каких-то решительных комментариев, решительных действий. Уже тогда были репрессированы студенты, отчислены за то, что пропускали занятия, пока отбывали сутки в известных местах. Вот. Мы требовали от него ответов на эти вопросы, почему людей отчисляют. Естественно, там никакой поддержки, в принципе, всего движения от ректора и не следовало ожидать, мы этого и не ждали, но просто чтобы все было хоть как-то законно, хотя бы вот по отношению к репрессированным студентам. Вот. И это требований очень много проблем, как и во всей стране, есть и в университете, и они накопились в том числе, поэтому множество проблем там с платными отработками, там всякой мелочью, в том числе тоже задавались ректору и требовались каких-то решений. Які ключові моменти тих подій ви тепер можете пригадати? Во-первых, это самая многочисленная была акция, по-моему, 26 октября в университете. Тогда было, я не знаю, приблизительно человек 300-400, когда мы по университету прогуливались, и было видно, насколько много студентов вместе с нами, с теми же требованиями, с теми же взглядами, в том числе и преподавателей тоже было много. Вот это самый главный момент был тогда, я думаю. Потом следующий момент был на следующий день, как раз, когда был большой шум по поводу этой акции и планировалось отчисление очень большого количества студентов. Уже первые фамилии отчисленных были озвучены, и тогда много преподавателей пришло в университет с требованиями никого не отчислять, так скажем, с угрозами того, что в таком случае они уволятся сами. Вот это, наверное, такой тоже очень, очень большой момент. Ну и большой неприятный момент, когда много студентов собирали подписи против отчислений студентов за акции. Просто к Медуниверу был вызван ОМОН, и на автозак подъехал прямо к главному входу, и там происходила зачистка. Вот это печальный, но очень яркий момент. Мы ведаем, што прыязджалі лекары з розных установаў медычных. І раскажыце пра гэта, хто і чаму падтрымлівалі на вас, і як? Врачей было тоже достаточно, и фармацевтов, и хирургов, анестезиологов, я точно помню. Они приезжали не в первый день акции, не 26-го, там 27-го, 28-го числа, если я правильно в числах ориентируюсь. То есть они приезжали тогда, когда уже были известны фамилии отчисленных студентов. Они приезжали вместе с преподавателями выступать против отчислений студентов за акции. В общем, врачи приезжали поддерживать тогда тоже. Они также подписывали петиции против отчисления, все остальное. Этим всем мы занимались уже в стенах университета там, вместе. Як адлічвалі студэнтаў медычнага універсітэта і хто першым трапіў пад каток рэпрэсіяў? Я точно не вспомню, но это было 16 фамилий. Я лично не знаком, к сожалению, с теми, кого отчислили первых. Отчисляли по абсолютно надуманным причинам, то есть там доходило до сумасшедшего абсурда, что человеку ставили на пропуски в те дни, когда он точно был. Вот это я помню хорошо, не помню, кого так отчислили, но это был прям большой конфликт. Вот, и пришел преподаватель, сказал, этот студент был у меня на занятии, я ему оценку поставил, а его отчислили, получается, вот как в совокупе за прогул, которого не было. Вот, отчисляли по причине того, что эта акция там нанесла огромный ущерб университету якобы, хотя не было ничего не повреждено, абсолютно все было максимально мирно, как обычно. Ну и в основном просто приписывали пропуски занятий, которых не было.
Чаму вы вырашылі застацца ў Беларусі, чаму не з'ехалі? Я каждый день задаюсь этим вопросом, и я не могу на него ответить. В общем, это очень сложно. Но, наверное, я все еще верю в то, что победа случится скоро. Страну я люблю свою, я люблю людей, я обожаю природу, я люблю работу, на которой работаю, семья моя вся здесь, поэтому не считаю, что я должен уезжать отсюда. Считаю, что должно быть так, как хотят все. 1 верасня 1939 году пачалася Другая сусветная вайна. Для многіх беларусаў вайна пачалася акурат у той самы дзень. Каля 70 тысячаў нашых суайчыннікаў у мундзірах войска польскага змагалася тады з нацыстамі. Падрабязней пра тыя падзеі наш госць, гісторык Ігор Кузнецов. Вопрос роли СССР и виновность в начале Второй мировой войны, этот вопрос сейчас стал, как говорится, на острие идеологии в России. Собственно говоря, в Беларуси он также просто умалчивался. Речь идет о том, что на сегодняшний день, казалось бы, уже вопрос был закрыт. 1989 год, съезд народных депутатов СССР. Была дана оценка пакта о ненападении, о том, что Советский Союз и гитлеровская Германия вступили в союз, в результате чего началась Вторая мировая война. Казалось бы, все, уже миф развеян, все настали на свои места. Нет, вновь опять в России Путин опять заявляет, что Советский Союз не виновен, вина только Германии. Мало того, в России сейчас принят еще закон о том, что приравнивание ответственности СССР и Германии за начало Второй мировой войны – это уже уголовное преступление. Поэтому роль Советского Союза состоит в том, что без подписания пакта ненападения, а он подписывался между двумя странами, без сфер разделения влияния, Вторая мировая война, возможно, могла начаться позже, и масштабы разрушения и человеческие жертвы были, конечно, не более 50 миллионов, а значительно меньше. Поэтому, естественно, вина Советского Союза в этом есть. Но мы не ставим прямой знак равенства, но мы говорим, что те события, которые происходили 23 августа и 1 сентября, начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Советский Союз здесь сыграл определенную и порой даже, может, и значительную роль. Спадар Ігор, а ці сапраўды гісторыя Другой сусветнай войны фальсификуется? Она не столько фальсифицируется, сколько она вообще умалчивается, потому что в белорусских учебниках истории и для школы, и для вузов Вторая мировая война обозначена буквально ее началом. Все остальное – это только Великая Отечественная война. Но Великая Отечественная война – это составная часть Второй мировой войны. Да, Советский Союз потерял огромное количество человеческих жизней, даже по разным источникам сегодня от 27 до 40 миллионов человек. Но это была Вторая мировая война, которая началась не 22 июня 1941 года, а 1 сентября 1939 года. Десятки стран были вовлечены, война проходила на разных континентах. И попытка и умалить и роль Второго фронта, и то, что оказывали по ленд-лизу огромную помощь Советскому Союзу, это тоже способствовало победе, как говорится. Вот в чем состоит прежде всего. То есть недоговорки, замалчивание. Но и вот сейчас можно говорить о том, что сейчас как бы сделан такой акцент. Не Советский Союз, подписав пакт о ненападении в 1939 году, способствовал развязанной войны, а западные демократии, подписав Мюнхенский сговор, вот откуда началась. Это была тоже предпосылка ко Второй мировой войны. Но точку в этом было поставлено 23 августа 1939 года. И поэтому можно продолжать, вот, как говорится, все эти версии и говорить. Но в основном тенденция о том, чтобы замолчать и вообще Вторую мировую войну вывести как бы и оставить только вот 41-45 год, Великой Отечественной войны. Почему важно показать правду? Мифы, которые возникали, и подвиги, там, да, был героизм, да, были подвиги. Но сотни тысяч, которые попали солдат в окружение на территории Беларуси, до сих пор считаются фактически врагами народа. Те, кто погиб без всяких там лозунгов, да здравствует там КПСС и так далее, кости их разбросаны по территории. Мы не знаем правду, мы не знаем масштаба этой трагедии. И когда кто-то мне всегда говорит, что вы говорите там про этих пленных, там про этих, там про погибших, я говорю, вот это усиливает подвиг народа. Потому что, несмотря на такие трудности, люди действительно погибали. Кто-то за идею, кто-то за другое. А это все скрыто.
О военнопленных говорить нельзя. А тех, кто там в силу каких-то обстоятельств оказался там, допустим, не в партизанском отряде, там, а в полиции, коллаборантах, тоже нельзя. Поэтому, когда мы узнаем настоящую правду о войне, кто был героем, кто был предателем, в конце концов, то тогда мы поймем, в какой родине мы живем, и вообще, что это надо знать, независимо от того, нравится нам это или нет. А когда нам предоставляли только правду, как говорится, заказную, если герой, то он обязательно коммунист или комсомолец, а он и беспартийный мог быть. Когда награждали, тоже по разнарядке там. Настоящие герои не получили награды, а другие, кто был в тылу, вдруг получили эти боевые награды. Чаму вайна ўвогуле так часта згадваецца ў дзяржаўнай ідэалогіі? Почему это основа идеологии? Можно ответить очень просто. Других основ-то уже нет. И вообще, как таковой, идеологии национальной, надо признать, в стране-то нет. И на чем идет спекуляция? Да, Белоруссия очень пострадала. В каждой семье кто-то погиб там или пострадал в годы период оккупации 41-44, кто-то погиб на фронтах и так далее. И поэтому это всегда была очень больная тема. И в Советском Союзе традиционно тоже был основной акцент только на теме войны. Почему-то не вспоминали жертв репрессий, почему-то не вспоминали жертв коллективизации там и так далее. Только война. И вот эта эстафета перешла к нынешнему руководству. Это остался, наверное, единственный козырь, на котором можно что-то говорить, но, правда, все грани уже перейдены. Когда мирных протестующих стали называть фашистами, извините, так фашисты были в период оккупации на территории Беларуси. И какое отношение вообще имеет сегодняшние события, и как их можно вообще сравнивать там с периодом нацистской оккупации. Но этот козырь продолжает работать. Мало того, мне как историку непонятно и вообще аморально происходит. Почему-то в советское время считалось, что в Беларуси там погиб каждый четвертый, там назывался каждый пятый. И вдруг ни с того ни с сего начали без всяких обоснований называть погиб каждый третий. Цифры начали увеличивать. А то, что сейчас Генеральная прокуратура занимается, значит, расследованием преступления нацизма для предъявления счета там Германии, и уже назвали цифру 500 миллиардов, но вы извините, был Нюрнберг. Во времена Советского Союза была чрезвычайная комиссия по расследованию этих преступлений. Были репарации, были выплаты. В 90-м году Советский Союз прекратил вообще взыскания всякие с Германии. То есть все, вопрос закрыт. То есть даже здесь спекуляция уже пошла, вот используя, как говорится, чувство к тому, что действительно, какое горе постиг белорусский народ. Даже это пытаются использовать в идеологических целях. Спадарства, на гэтым сёння ставім кропку. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Зычу вам моцы. Трымайцеся.